Так, ну что, сегодня жаркий денек у нас. Даже вечерок жаркий. Ну что, прокатимся, улица Халтурина. Он в том направлении. О, самолетик садится. Какой-то небольшой. Так, мы опять на велике катим. Здесь вот такие домики культурненькие. Так. О, вроде бы тротуар новый. Что-то нифига он не новый. Местами вытвенный. Ну не знаю, что это за дома здесь, короче. Вот улица Халтурина, 25/1. Едем, двигаем. Колеса. Ну тут, в принципе, смотрите. Такой барьерчик, все, стеночка такая солидная. Заборчик. 100 метров, 20 километров. Что тут такое? Переход. Какие-то улицы. Так, съезд опять. Надо быть осторожным. Упс. Какой-то дом тут построили. Сейчас куда мы? По-моему, сейчас мы выйдем на улицу Строителей. Однозначно. Туда мне не надо. Бабочки летают. Мне надо было где-то свернуть. Но машины вон какой домина здоровый. Но тут что-то дороги нету, на которую я бы мог свернуть. Налево, направо, вперед. Ну, тут такая улица, она, смотрите, она мало машин, мало людей. Велосипеды при каждой покупке. Интересно, что здесь какая-то дорога, но не знаю, тут это близко уже. Я вот до сюда доехал, перешел улицу и вот посюда еду. Это улица Строителей. Там я на Жорницкого выеду. Поснимаем, что как выглядит улица Строителей. Начинается она от ЯКСМК перекрестка, комбинат строительных материалов. И вот идет она туда дальше, до улицы Жорницкого и дальше туда, до 17-го квартала, который сейчас вроде бы расселяют этот квартал. Ну, тут такие домики интересные. Частный сектор как бы. Улица в целом грязная, конечно. Хотя есть вот эти вот канавы, да, но она пыльная, очень пыльная. Вот такие многочисленные преграды. Так, надо осторожно ехать. Тут кто-нибудь выскочит. Вот как вот сзади его только объезжать. Только сзади. Машин полно этих. Опс. Дум. Дюм. Он там едет впереди. Самокатчик аккумуляторы везет. Видать, поменял. Бизнес сейчас у нас на самокатах очень активный в Якутске. Много самокатов, ну там, где это возможно, по тротуарам ездить. Вот еще одна улица. Даже не знаю, дом, улица Пекарского называется. Вот она вот туда дальше куда-то идет. И тут можно ездить, снимать долго. Ну, примерно все вот так вот выглядит. Кстати, Дюм-Дюм, там магазин, который я снял, это магазин бокс-маркет. Вот смотрите, как мне тут вылезти. Какая канава, вот тут как. Вот еще свернул какой-то переулок. Еще улица. Интересно.
Тут частные дома, улица 8 марта. Вот смотрите, ну ничего себе забор какой здесь. Немножко проехать, что ли, тут. У меня вообще цель вход в этот светофор съездить. 8 марта. Гаражи тут солидные у них. Все так солидненько. Ну, тут старенькие домики тоже есть. Старенькие. Так, эта штука у меня падает. Не мешало бы только на съемке. Хвостик. А вот тут вообще какие-то подгрузовики. Все такое большое. Надеюсь, собак тут нету. Осторожно, называю собаченная надпись. Вот такие места мало кто, наверное, в Якутске снимает. Ну вот вам будет информация. Ух ты, смотрите, какие-то транспортные компании здесь солидные. Ой, это что такое? Вообще какой-то. Вот это что такое? Что-то сгорело. А, загорело. О, боже мой. Да, не выскочит тут. Боюсь я. Единственного собак. Злых тоже машины стоят. Интересно, да? Так, вот я вижу, мы до построек каких-то доехали. Здесь что это? Ух ты, какой тут дом-то, а? Шикарный. Черви опарыши продают. 8 марта 15. Ну тут стройка хорошая идет. Ну как бы, смотрите, вот это, в общем-то, считайте, ну центр города, да, ну примерно центр, да? Как бы чуть с краю, но центр. И тут можно было вот такие вот шикарные дома возводить. А здесь вот такие убогисти. Ну, есть хорошие, но вот сочетаются вот с этими какими-то вообще допотопными домиками, вообще древними. Но есть хорошие. А можно было вот такие дома, тут целый квартал, я думаю, построить, чему там где-то в отдалении, как этот звездный, да, сделали где-то там. Я посмотрел по карте-то ехать там, я не знаю, это надо отдельно на автобусе ехать туда. Ух ты, короче, заехал я, что-то снимал, сыпят они грунт. Так, вот на Жорницкого я выехал, улицу Жорницкого. И вот эта улица, она интенсивно сейчас ремонтируется. У меня же телефон перегрелся. Улица Жорницкого, вот так вот. Тут интенсивно стройки идут. Короче, вот сюда я заехал. Вот сюда. Улица эта идет, она до П.Алексеевой. Здесь вот такие шикарные дома стоят. Мне надо будет остановиться, тут поснимать немножко. То я еду, неудобно крайне. Хотя с другой стороны интересные съемки получаются, но это немножко небезопасно. Там впереди рынок Манньыаттаах, промтоварный. Ну и вот здесь вот рядом построена такой вот серия зданий. Серия зданий вот таких вот шикарных. Ну, сейчас немножко проехать, снимать, как вы любите. У них площадка игровая, интересная. Вот еще одна площадка. Тут даже какой-то спортивный этот манеж, или как это, волейбольный мини-футбол. О, машины хорошие стоят. Можно сюда заехать на территорию рынка. Вот здесь вот. И здесь сразу светофор. Опс. Такая дорога. Обратная сторона рынка. Манньыаттах, вот он светофор. Моя цель сюда. Мне надо тут затариться немножко. Цены. Такие вот цены здесь. Видно, надеюсь.
сгущенка, все тут такими большими порциями. И как тут холодно, да? Колбаску можно взять какую-нибудь. Какие цены? Брать, не брать? Брать, не брать? Тут, слушайте, можно простыть. Горбуша есть, рыба, селедка, икра, сельдь. А что такое? Колобки какие-то. Интересно. А где тут эти были? Как они называются? Где они? Чебуреки-то где? Чебуреки. Еще не пойму. Не вижу их. Вот шапка, 100 граммов. Стоит, яйцо. 371 мясо. Тут не вижу чебурека. Ладно, выходим. Даже полно, что такое краска продается, смотрите. Эмаль для пола, что ли? Одеяло. Эти лопаты. Нормально тут стало все. Одежда какая-то, полотенце. Всякое разное, короче. Что только нет. Тетрадки. Это да. Химия всякая. Но мне она не нужна сейчас. Что, затарился я? Аж на 300 рублей. Цепил я его, привязывал уже. Вот он, этот светофор. И сейчас вот сюда вот мы поедем. Съездим в эту сторону. Упс, 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 упс. Тут какие-то новые домины понастроили. Вот этот рынок. Упс, упс. Еще что-то строят. Люди идут. Новый тут как бы. Ну, район-то этот не новый. Застройка новая у него. Такие. Тут рядом 17-й квартал. П.Алексеева 68/4. Во. Вот туда можно поехать. Я тут что-то пораньше пытался пройти. Тут было все огорожено. А сейчас здесь люди живут, я так понимаю. В таких вот шикарнейших домишках. Ну, они, кстати, по высоте нормально. Это, подождите, это 9 этажей, да, где-то так. То есть вот, по-моему, оптимально. Выше не надо. 16, это уже в Якутске, это уже какой-то перебор явный. Вечная мерзлота, тут у нас потепление идет. Что-нибудь будет непонятно. Высокие дома, зачем такие строить? Так. Тут относительно спокойно. Относительно спокойно, но кошка, черная кошка мне дорогу перешла. Придется объезжать детские площадки. Я суеверный, поэтому приходится вот таким вот образом обходиться, проезжать. Ну, зато можно как-то по-новому снять. Тут тоже много великов стоит. Вон сколько их. Так, а здесь как мне преграду преодолеть? Посюда, да? Велики тут любят, на великах тут катаются. Так, туда, если по этих, хотя тут, смотрите, у них сделан садик. Я так понимаю, в таких вот домах, в тонах построен. Все вот так вот. Дорога относительно нормальная. Но вот тут такая планировка, вот такие дома здесь интересные. Так, я, наверное, куда-то заехал, я там не выйду.
Там точно не выйду. Тут уже тупик. Типа тут какой-то площадки. Прикольно, да? Сейчас, кстати, холодно было у нас. Сейчас опять жарко стало. Было же 19 градусов. Короче, 20. Сейчас я смотрел вечером опять. Короче, температура повысилась. 30 градусов сейчас в Якутске. Сегодня у нас суббота. 13 июля. Жорницкого 18/4. Вот слышно, там работы идут. Так. Блин. Камни. Камни. Так, и куда это я заехал? Не понимаю. Как-то до Звездного доехать. Ну, я посмотрел, это вообще надо тащиться. П.Алексеева 72/1. Очень далеко. Вот еще у них тут, смотрите, как тут с паркингом. Хорошо у них. Все сделано, все. Чики-пики. Удобно машину парковать. Ну, если машина есть, то тут добраться до сюда без прогов, бак с центра вообще, не знаю, минут 15, наверное. Такие покатушки. Вот, смотрите, территории для занятия спортом, детские территории. И вот такие дома шикарные. Я считаю, что это хорошие дома. Не знаю, как там жильцы вообще отзываются, но по мне так неплохо, конечно. Тут надо, конечно, еще местами дороги. Ну, дороги это классика. У нас классика это. Вот там все это стройка идет. Вот такой вот тут райончик построили. В районе 17-го квартала. Так, машины тут гоняют, я как посмотрю. Надо осторожно. И вот мы сейчас, по-моему, на П.Алексеева выйдем. Точно, на П.Алексеева. Слушайте, как на велике-то? Вообще можно легко вот так вот показывать. Надо, главное, какое-то крепление для камеры придумать. Тогда вообще супер будет. Супер-пупер. О! И выехали мы на улицу П.Алексеева. Это заправка Сибойл. Сибойл. Ну что, по ней немножко прокатиться, что ли? Здесь тротуар здесь должен быть. Тротуар есть. Видосики такие вот. Пока гостиница Арарат. Смотрите. Вот здесь вот. Тут же и вам ходовку подремонтируют. Вот здесь вот внизу. Смотри, автосервис, автоэлектрик. Ой, туда, наверное, я не поеду. Там ничего интересного нету. Слушайте. Тут где-то туберкулезная больница была. А вот она. Вот она. Фтизиатрия. Ну, туда я точно не поеду. Мне сейчас жарко, неохота. Так. А в светофоре я, короче, купил на 300 рублей, знаете что? Получается пачку пельменей 900 грамм иркутские. Да, я их пробовал, нормальные они. Можно кушать. И они 100, что-то сколько там? 160 рублей, по-моему, да? Ну, почти килограмм, без 100 грамм. И гематоген еще купил. Большую пачку, там надо для того, чтобы кровь нормальная была. Гематоген купил. Надо гематоген кушать. Тоже 150 рублей. Вот у меня получилось где-то 300 рублей, 310 рублей. Вот это здание продается, знаете, вот это здоровое. Сколько лет уже продается. Что там было, я не знаю.
Вот этот райончик новый, прикольный, рядом с рынком Манньыаттах. Ну и вот по П.Алексеева мы едем. Тут остановки, переходы, все есть. Тут же чего я услышал, что типа в России YouTube замедляется. Вот прямо не знаю, что, как дальше жить будем мы с вами. Замедляют, ну там типа обслуживания нету этого оборудования в России, поэтому оно ломается и типа вот оно скоро выйдет из строя и вообще фигово будет все работать, поэтому не знаю, как мы с вами дальше будем жить, может вообще придется завязать с этой деятельностью, с этим хобби моим. Он у меня как хобби, ни копейки, только одни траты у меня. Вот. И туда я уже дальше не поеду, там улица Пирогова, очень такая тоже интенсивная. Сейчас мы вот здесь свернем и сюда поедем, а в обратную сторону. Так, еще разок полюбуйтесь на райончик такой хороший, Резинского, 22Б. Ну и там 22А. Тут их несколько домов таких. Так, ну что, вот выехали на Жорницкого. Как тут можно проехать? Вот так вот, да? Опс. Прием пушнины, меховой салон, смотрите, прямо. А если вот в обратную сторону ехать, то там можно на строительный рынок попасть. Мне туда вообще желания нет ехать. Вообще. Так. Вот так вот мы преодолеваем наши преграды многочисленные. Оба. Америка, Европа. Ну, знаете, похож, как спорт есть. Езда с препятствиями. Вот она и есть. Посмотрите, Жорницкого 10. Вообще шикардос, да? Ох, и вон там райончик по Свердлову тоже красивый. Ну уж еду я. Вы извините, что может быть качественно, супер. Пенная кружка. Кружка пенная. Пейте пиво пенное, будете обалденные. Сейчас как раз жара. 30. Ну как? Для кого-то это не жара, а для нас это жара. Ну, кстати, вот это вот тут храм, улица. Как это? Сейчас мы посмотрим. Сюда даже когда-то приезжал Ушакова. Главный у нас по церкви, так кто управляет. Вот он сюда приезжал. Ну, давно уже. Видите, машину туда, дискаунтер больше-меньше разместили. Так, Жорницкого 10. Я хотел вообще вот по этому райончику поездить, где деревяшки. Но сейчас мы, наверное, это и сделаем. Нам надо, то есть, тут улицу найти какую-нибудь, где можно будет проехать. Или опять на ту выезжать, но то мне не надо, если я по ней приехал. Да, это опять. Нет, мне надо было на следующее. На следующее. Ладно, сейчас развернусь и обратную сторону поеду. Магазинчик, нужные вещи. Работает он, нет, я не знаю. Господи, мне тут неудобно ехать вообще. Извините, что все тут дергается так. Сейчас вот сюда сверну, вот на эту улицу. Здесь посмотрим. Ну что, вот я свернул на эту улицу, Фаворит 96. Сейчас еще развернуться. И вот мы сейчас туда поедем. В сторону улицы Халтурина. Вот эту вроде бы заасфальтировали. И тут посносили вот эти дома. Тут были вообще какие-то хибары страшные. П.Цеткин, 18 улица. Ну вот тут вот еще дома с этим неблагоустроенные. ЧБшки, как говорят. Здесь интересная счастливая монетка. Диском-маркет. Диском-маркет. Чистая вода. Прачечная, смотрите. Все тут
у нас есть. Упс. И вот так вот мы поедем по обочине. Еще какие-то заборы разваленные остались. Туда можно проехать, но что-то у меня желания нет. Я вообще тут снимал раньше. Тут, кстати, улицу заасфальтировали эту. Она вообще была убита. Я, кстати, по ней ходил. Тут такие лужи были катастрофические. И вот ее сделали. Ну, домики вот такие вот. ЧБшки тут. ЧБшечки. Вот такие красивые. Сколько здесь поколений прожито. Ну и строят тут тоже вот такие дома. Супер-пупер. Ну, тут люди живут еще. А куда им деваться людям? Это новую квартиру там. Вот тоже красивый дом сделали. Купить-то это не у каждого же денежка-то найдется. То доходы-то сейчас какие. Квартиры-то сейчас сколько стали стоить. Ui, с ума сойти. Растут прямо цены как на дрожжах. Да? 9-й дом П.Алексеева. Ну, улицу сделали, вот эту асфальт положили. Это вообще шикарно, конечно. Так, вот мы до Халтурина и доехали. Сейчас мы свернем. Ой, какой терем, смотрите. Вообще круто, да? Ну, я по ней ехал. А, можно вон тут так вот прямо выехать. Или ладно. А, вот тут есть переход же. Сейчас мы по переходу. Так, тут управа строительного округа находится. Что-то прочитал. Ух, делают, да? Так, а как тут проехать? Посюдово? Или посюдово? Куда я заехал? Ой, ё-моё, какие-то гаражи здесь. Территорию гаражей, видать. Я там выйду, не выйду. Не знаю. Феникс, о, Феникс. Наверное, выйду. Машины. Чукай. АЭС. Чукай. Ну, выйду. Интересно, смотрите, можно какие-то фильмы снимать, не знаю, про будущее или там ядерный апокалипсис, что-то такое, да? Вот вам. И декорации не надо строить. Прямо в центре, считайте. Ядерный апокалипсис. Ну, такие фильмы же любят снимать и смотреть. Ой. Вот этот, где Кинзадзата. Интересный фильм. Просто довольно-таки снят, да? Ну, там минимум расходов, но как он классно снят. Кинзадза. Помните, да? Еще в советское далекое время. Ну вот, были мастера, конечно. Снимали вообще на изи. Шикарно. Мы должны свернуть, я так думаю. Машины не выехали никакие на встречку. Поэтому мы потихонечку едем. Так, все, приплыли. Надо в обратную сторону ехать. Вон туда. Вон туда. Что за дом этот? Какое-то училище. Похоже на то. И вы пишите там в комментариях. Я не шибко хорошо знаю. Поэтому вы пишите, что там, что это за дом, что находится. Да, это якутский колледж культуры и искусства. Я прочитал. Вывеска. Вот. Ну, удобное место. Тут на Дзержинского рядом. Очень такие. Так, тут смотрите, ух ты.
Видали, все тут закрыто у них. Ну, тут район тоже хороший, да? Центр как бы, да, вот его позастраивать и благоустраивать. Вообще ай-лю-лю будет. Чики-пики. Здесь вот еще какой-то переулочек. Сейчас сюда заедем. Сегодня, слушайте, суббота, машин мало. То есть, видать, все выехали. Ой. Дырки там такие широкие были. Выехали на дачу. Смотрите, у них тут раздельный сбор мусора. Все как положено. Да, вот колледж культуры и искусства. Так, вокруг, наверное, должна быть дорога, я так думаю. Озон, Купер-центр. Интересная архитектура какая. Ну, вот это вот что такое? Вообще, да? Опасно. Так, и мы куда-то приехали. Куда это мы приехали? Куда-то приехали. Так, вообще, как мне здесь перелезть-то? Все, вам буду всю правду показывать, как я тут лажу. Фух. Ой. Ой. Тут домик какой-то антикварный, винтажный. Всю правду. Ой. Тут КПДшки, и вон там под Дзержинского вот такие высокие дома стоят. А это что такое? Вообще беспредел. Да, где тут этажи или кто смотрит за этим участком? Какой-то округ должен быть прикреплен. И кто-то же обслуживать должен. О, здесь дорога-то вот этих. Это еще со времен, как дом этот построили в советское время, дорога ничего не менялась. Но зато вот здесь хороший, вот сидит. Но зато большой этот для детей погулять ездить, побегать, попрыгать. Вот такие дворики Якутска. Тут я что-то под самолет, слушайте, садится или взлетает. Тут отражается от домов непонятно откуда. Маркет Бест. У многих магазинов в таких домах есть вход и спереди, и сзади, чтобы можно было и со двора зайти. Не обязательно дом длинный, чтобы обходить целое дело, поэтому вот делают со стороны двора вход в магазин. Ну и все, выехали мы с вами на улицу. Так, что-то у меня, я не понял, сам прикрепился. Я снимал. Так, ладно, все, на улицу Жорницкого выехали. Так, у меня, оказывается, телефон перегрелся и сам вырубается. Ладненько. Там предыдущие видео смотрите, я в подробностях все снимал уже. И поэтому не буду повторяться.